Всем привет, это Киноалания. Ну что, октябрь еще не взорвал вам мозг своими крутыми новинками, а ведь у нас всего середина месяца. И сегодня у нас еще одна очень ожидаемая премьера. Итак, мальчики и девочки, Малефисента вернулась. Все еще не очень добрая, но такая же чертовски обаятельная. Анджелина Джоли вновь перевоплотилась в рогатую злодейку и снова будет биться за то, что ей дорого. Действие «Владычицы тьмы» будет происходить через несколько лет после событий первой части. Аврора готовится стать королевой, параллельно влюбляясь в красивого принца и попадая под влияние неоднозначной королевы Ингрид. Малефисенте все это, разумеется, не нравится. Первая часть Малефисенты имела большой успех. Историю классической диснеевской злодейки из мультфильма 50-х в игровом фильме переписали так, что в итоге она оказалась не такой уж и злодейкой. В результате фильм собрал $758 миллионов. В основном, скорее всего, из-за стопроцентного попадания в образ Анджелины Джоли. Понятное дело, что уже тогда все занялись разработкой продолжения, и здесь главное было договориться с Анджелиной Джоли, которая последнее время снимается не так уж и много. Но и это удалось, и голливудская красотка вновь надела рога и крылья и продолжила кошмарить всех вокруг. Вместе с Анджелиной Джоли к своей роли вернулась и Эль Фаннинг, которая опять сыграла принцессу Аврору. К ним в этой части присоединилась еще одна великолепная актриса Мишель Пфайффер, которая сыграла королеву Ингрид. В общем, женская часть каста – это просто бомба замедленного действия. Что же касается мужской части, то здесь в основном выделяется Чивители Эджиофор, которого вы видели в фильмах «12 лет рабства» и «Доктор Стрэндж». Ну и Эд Скрейн, тот самый, который сыграл в «Дэдпуле» и «Алите». Сменился в этой части и режиссер. На место Роберта Стромберга пришел Хоакин Ронинг, который до этого снимал последнюю часть «Пиратов Карибского моря». Вообще, тема приключений этому режиссеру очень близка. На его счету фильм «Кон-Тики» от Ури Хейердаля, а также сериал «Марко Поло». В общем, вторая часть Малефисенты просто обязана быть захватывающей. Ну и еще один пункт, о котором обязательно нужно сказать, это грим и костюмы. За наряды первая часть получила номинацию на «Оскар». Во «Владычице тьмы» тоже халтурить не стали. Художники по костюмам сшили 2000 нарядов для всех актеров. Ну и к тому же для фильма специально отстроили замок, идентичный тому, что был в мультфильме «Спящая красавица», с настоящим мрамором и даже антиквариатом. Ну а что касается рогов и ушей Малефисенты, то ими занималась отдельная группа гримеров. В целом, вряд ли кого-то стоит уговаривать идти на Малефисенту, но я все же назову несколько причин, по которым это обязательно нужно сделать. Во-первых, вас ждет война двух королев – черной и белой. Во-вторых, Анджелина Джоли – прирожденная Малефисента. В-третьих, этот фильм не основан на сказке, а значит, сюжет вас точно удивит. В-четвертых, вас ждет крутейшая и невероятно красивая картинка. Ну и в-пятых, кто из нас не любит сказки? Ну а если вы каким-то образом все же не любите сказки, то ловите наш рассказ о других новинках. Скажу сразу, сказок среди них точно нет. На больших экранах стартует биографическая драма «Джуди» с Рене Зелвегер в главной роли. Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарленд в Лондоне в 1968 году. Звезда волшебника страны Оз готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям. А еще вы можете посмотреть ужастик «Они». В центре сюжета группа студентов, которые на Хэллоуин в поисках острых ощущений отправляется на аттракцион «Комнаты страха». Он обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр. Под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выжить. Ну и десерт. Вы готовы? В кино идет «Матрица». Та самая, которая уже 20 лет взрывает мозг разным поколениям. В общем, если вдруг есть люди, которые «Матрицу» не смотрели, коротко расскажу. Это кино о хакере Нео, который неожиданно узнает, что весь его мир всего лишь матрица, а в реальности мир захватили машины. Хотите увидеть Нео, Тринити и Морфеуса на большом экране? Вперед за билетами! Ну а если новинки все же не вдохновили вас на поход в кино, ловите список фильмов, которые продолжают идти на больших экранах. Что-то из них вам точно должно понравиться.
В эту рубрику буквально просится сильная картина о матерях и детях. И есть одна такая, причем главную роль в ней тоже сыграла Анджелина Джоли. Итак, сегодня в Must See рассказываем о ленте, в которой она исполнила одну из своих самых сильных ролей – драматичный триллер «Подмена». Коротко о сюжете. Лос-Анджелес, 20-е годы. Мать-одиночка возвращается домой с работы и понимает, что ее 10-летний сын пропал. Следом полиция и поиски. Через несколько месяцев блюстители закона под вспышки камер вручают матери ребенка. Этот мальчик хоть и очень похож, но все же не сын Кристин. Все попытки объяснить, что это не тот ребенок, заканчиваются тем, что Кристин принимают за сумасшедшую. На протяжении 2,5 часов запутанный клубок событий будет разматываться, а история превратится в настоящий триллер. И все это время весь груз драмы на своих плечах будет нести Анджелина Джоли. Актриса, которую мы привыкли видеть в гораздо более лихих и соблазнительных образах, здесь выдает глубокую и сильную актерскую игру. Не зря ведь ее номинировали на «Оскар». Ну и еще один человек, без которого «Подмена» не могла бы быть такой сильной. Режиссерское кресло в проекте занял один из лучших постановщиков – Клинт Иствуд. Его фильмы практически всегда бьют в яблочко, всегда западают в душу зрителю. Ну вот серьезно, «Гран-Торино», «Мосты округа Мэдисон», «Непрощенный», «Таинственная река», «Малышка на миллион» – каждый из них в итоге стал классикой. В «Подмене» сложно четко определить жанр. Это и триллер, и детектив, и социальная драма. А еще через весь фильм тянется история о трагедии матери, потерявшей ребенка. Важно знать, что «Подмена» основана на реальных событиях, которые произошли в Калифорнии в 1928 году. Это придает картине еще большую ценность. «Подмена» – это серьезное кино с сильной актерской игрой и мощной режиссурой. Не ждите от него добрых и теплых ощущений, это точно не про этот фильм, но посмотреть его обязательно нужно. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.